В этом видео мы постарались собрать самую важную информацию о выплате алиментов на ребенка в Турции. Когда брак находится на грани распада, естественно, родители очень обеспокоены будущим своих детей. И поэтому наших читательниц и подписчиц очень интересует вопрос алиментов в Турции. Итак, алименты, которые выплачивает по решению суда на ребенка родитель, не имеющий права опеки, называются алименты по соучастию или по-турецки иштирак нафакасы. В нашем примере данным родителем будет являться отец. Алименты по соучастию, из названия понятно, что они имеют цель помочь внести свой вклад в расходы на обучение, лечение и повседневные нужды ребенка. Алименты по соучастию выплачиваются до достижения совершеннолетия, то есть до 18-летнего возраста. И если ребенок продолжает свое обучение, то алименты могут выплачиваться и до 25 лет. Размер алиментов зависит от доходов отца. Окончательную сумму алиментов назначает суд по своему усмотрению. На 2021 год минимальная сумма алиментов по соучастию составляет примерно 400 лир. По мере того, как растут потребности ребенка, а вместе с ними и расходы, ребенок становится старше, мать может повторно обратиться в суд с целью потребовать большую сумму алиментов. Бывает такая ситуация, когда отец пытается скрыть свое финансовое положение для того, чтобы платить меньше алиментов. Поэтому очень важно в ходе судебного процесса установить его реальный доход. Для этого суд принимает во внимание очень много факторов: профессия отца, его активы, заработная плата, даже расходы по кредитной карте, а также счета за телефон и иногда фотографии в социальных сетях, которые показывают уровень жизни. Тип развода, как мы помним с вами, уже мы обсуждали, существует развод по договоренности и развод без согласия, а также степень виновности того или иного супруга в разводе не имеют никакого значения для суммы и регламента выплаты алиментов. Есть такой нюанс. При разводе по договоренности, как вы помните, при этом типе развода супруги подписывают протокол, в котором оговариваются все условия, на которых они разводятся. Так вот, если в протоколе алименты вообще не прописаны, или на тот момент мать ребенка намеренно отказалась от алиментов, все равно впоследствии она может в судебном порядке потребовать алименты, если почувствует, что сама не справляется со всеми расходами ребенка. Если турецкий отец не платит алименты, то, скорее всего, он плохо знает законы, потому что неуплата алиментов, задержка по оплате алиментов грозит очень серьезными последствиями. За каждый месяц просрочки нерадивому родителю грозит 10 дней тюремного заключения, а также мать имеет право подать иск в службу судебных приставов для того, чтобы начать процедуру взыскания. В случае, если отец не выплатит алименты в течение 7 дней с момента начала исполнительного производства, то его счета, активы могут даже быть арестованы. Я надеюсь, что я сегодня была вам полезна и интересна. Не забываем ставить мне лайк, а также задавайте свои вопросы в комментариях, если они у вас есть. Мы постараемся на них ответить. Всего вам доброго и до встречи в следующих роликах.